У Гульнас сегодня выпускной. Нет, четверокурсница физмата еще не получает диплом о высшем образовании. ГОСы не сданы и до защиты ВКР далековато. Она просто окончила вторую школу профессионального успеха. Таких счастливчиков, как Гульнас, более 130 человек. Это и неудивительно. После первого триумфального проекта второй имел ошеломляющий успех у студентов. Как только я узнала о школе профессионального успеха, я сразу решила записаться, так как я уже работаю, и работаю я в нашем пресс-службе нашего университета фотографом. И поскольку я уже реализую свою профессиональную деятельность, мне необходимы новые знания и навыки. После школы профессионального успеха я научилась, у меня появилась цель в жизни, и я знаю, как к ней идти. И самое главное, появилась мотивация. Я научилась контролировать свое время. Я считаю, что, возможно, в школу можно включить новые направления, как ораторское искусство. Мне кажется, это помогло бы многим, и также и мне в моей будущей профессии. Спасибо всем организаторам за такую возможность. Отличием данного проекта от повседневной учебы стало то, что молодые люди-школяры успевали и учиться, и отдыхать, и развиваться физически, и общаться. Что ни день, то новая забава. Правда, полный курс дисциплин прослушать они не смогли, но самый сок каждого предмета преподаватели им выжили. Работали командно. Каждой группой руководил куратор, выпускник первой школы профессионального успеха. Организаторы за всем действием подробно следили и в итоге присвоили каждой группе номинации. Номинация «Самая коммуникабельная группа» объявляется группа «Я». Говоря об особенностях второй школы, нужно отметить, тут добавились новые мастер-классы. Например, ребята занимались профессиональными стилистами и имиджмейкерами. В итоге каждая команда разработала свой индивидуальный образ. Некоторые пришли в самодельных конфедератках, отличительным знаком для других стал голубой платочек, повязанный на шею или запястье. В общем, все, чему учили тренеры, не прошло даром. Ребята впитали в себя новые знания, которые пригодятся им при устройстве на работу, вне зависимости от того, какой путь они выберут.